Политраша.ком. Что ждет турецких курдов после неудавшегося путча Джемиля Кочиян? В ночь на 16 июля в Турции произошел пятый по счету переворот. Пятичасовой путч привел к переломным последствиям как внутри страны, так и на мировой арене. Его промежуточными итогами стали 45 тысяч задержанных в подозрении организации военного переворота, 350 жертв, из них 250 сторонников Эрдогана и 100 участников мятежа. Объявленное чрезвычайное положение в стране. 15 тысяч преподавателей и 1500 деканов были отстранены от занимаемых должностей. Главными предпосылками переворота можно считать кризис демоисламизма, под которым понималась светскость и демократичность, выражающаяся в переходе Турции на уровень модернизированного ислама с сохранением националистического толка Ататюрка и исламизма Эрдогана. В то время как мировая общественность анализирует возможные причины переворота, а вариантов указывается много, от участия внешних игроков в планировании путча до самоорганизованной театральной постановки президента, курдско-турецкий конфликт, некогда самый яркий фактор внутренней дестабилизации Турции, перешел на второй план. Тем не менее, произошедшие изменения не в меньшей степени касаются и турецких курдов, будущее которых как было неопределенным, так и может стать еще более неясным. Что же их ждет после неудачного переворота? Для ответа на этот вопрос необходимо сделать небольшой экскурс в историю. Говоря о позиции упомянутого идеолога Кемаля Ататюрка к курдскому вопросу, нужно сказать, что именно в этом аспекте признанная идеология демократического ислама с треском разбивается о скалы. Его глобальные реформы 1924-1938 годов касались практически всех сфер, от культурной стороны жизни граждан до уровня турецкого истеблишмента. Было решено разорвать все связи с оттоманским прошлым и перейти на светский прозападный прогрессирующий уровень. Ассимиляция всего нетурецкого коснулась прежде всего курдского населения, как самого многочисленного нетурецкого в республике. Кемаль Ататюрк из всех проблем, стоящих перед страной, едва ли не самой важной считал курдскую и призывал покончить с ней раз и навсегда. Для того, чтобы разрушить курдскость, было решено начать с алфавита. Достаточно вспомнить закон 1928 года, запрещающий использовать три буквы X, Q и W, присутствующие в курдском алфавите, но отсутствующие в турецком. Даже подпись Ататюрка, которая сегодня стала одной из самых популярных татуировок в республике, была написана на латинице. Столь сильна ненависть к бывшему османскому наследию. Спустя 85 лет в рамках демократического пакета 2013 года партии справедливости и развития Эрдогана было решено снять запрет на использование этих букв. После переформатирования алфавита в Конституции была закреплена светскость, а слова об исламе как государственной религии удалены. 1930 год запомнится курдам Араратским восстанием, в котором погибли тысячи курдов, а 1938 год – последний год жизни Ататюрка Дерсимской резней, жестоким подавлением курдского восстания, жертвами которого стали 70 тысяч граждан курдского происхождения. А в 2011 году, на тот момент, премьер-министр республики Реджеп Таyyip Эрдоган принес извинения за ошибки бывшего турецкого руководства. Сравнивая прошлое Ататюрка и настоящее Эрдогана, нельзя не заметить привлекательной для курдов тенденции. Все ошибки первого, особенно касающиеся курдов, зачастую исправляются Эрдоганом. Ататюрк запретил курдские буквы, Эрдоган их легализовал. Ататюрк запрещал курдский язык в школах, учебных заведениях, Эрдоган узаконил возможность говорить и учиться на курдском языке. Также признал курдские телевизионные каналы в качестве государственных и курдские отделения в университетах. Наконец, что наиболее важно, Эрдоган принес курдам извинения за кровавые события первой половины 20 века. Именно через эту призму стоит смотреть на те последствия, которые будет иметь для турецких курдов неудавшаяся попытка государственного переворота. Их можно выделить. Во-первых, переворот можно считать значимым для курдов с точки зрения возможности подружиться и наладить контакт с Эрдоганом. Как известно, президент Турции до последних событий вел ожесточенную борьбу и с рабочей партией Курдистана, и с ее аффилированным крылом партии Демократического Союза. После же того, как не только турецкие курды, но и их иракские и сирийские собратья осудили путч в Турции, шансы на то, что Эрдоган снизит напор, увеличиваются. Премьер-министр республики Бинали Йылдырым уже поблагодарил курдов за осуждение попытки переворота.
С другой стороны, курды в очередной раз попали под прицел турецких властей. Переворот позволил Эрдогану под вполне разумным предлогом провести чистки в стране, убив несколько зайцев одновременно. Вполне возможно, что в ряду подозреваемых намного больше нежелательных лиц, нежели непосредственных участников путча. В расстрельный список Эрдогана вполне могут войти как сторонники Фетхуллаха Гюлена и все нежелательные единицы из окружения президента, так и курдские служащие и представители рабочей партии Курдистана. Причин возможных репрессий властей против курдов в ближайшей перспективе несколько. Желание подтолкнуть курдов к радикализму, который можно будет использовать для искоренения курдского сепаратизма и тем самым получить весомый аргумент подавить курдский сепаратизм на корню. Или намерение продемонстрировать миру и турецкому народу, в частности, что, несмотря на непослушность армии, Эрдоган держит власть и контролирует ситуацию. Наконец, участники переворота, кемалисты из офицерского состава, самые ярые идеологические противники курдского движения. Вполне вероятно, что при удавшемся перевороте Турция вернулась бы в эпоху кемализма, в эпоху трех основных принципов – антиисламская, антисепаратистская, антикурдская, что неминуемо бы привело к активизации террора против курдов. Безусловно, курды не обладают глубокой симпатией к Эрдогану, так же, как и Эрдоган не сильно импонирует такой оппозиции. Однако в сложившейся ситуации военные представители кемализма для курдов уж точно не являются спасительным кругом и тем более позитивной альтернативой президенту, вынуждая их мириться с ним. Удавшиеся перевороты 1971 и 80-го годов наглядно продемонстрировали, что происходящие позитивные изменения на деле заканчиваются суровыми гонениями оппозиционных групп. В связи со всем вышеописанным можно констатировать, что идеология кемализма, несмотря на декларируемую демократичность, идет вразрез с курдскими интересами. Поддержка же Эрдогана дает курдам как минимум необходимое пространство для маневра. При этом им нужно помнить, что поступаться своими интересами ради поддержки действующего режима в данный момент будет очень неосмотрительно, так же, как и неоосманскому лидеру непозволительно предать поддержку курдов. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте politrasha.com.